Кудымкарском профессиональном колледже Кристина Васильева учится по специальности моделирования швейных изделий, поэтому изготовить собственными руками защитную маску для девушки не проблема. Все делает в домашних условиях. На самоизоляции времени достаточно, домашнее задание выполняю вовремя, и оставшееся время могу потратить на пошив масок. Находясь на дистанционном обучении, Кристина, как еще и 4 студента и 2 преподавателя ее колледжа, присоединились к волонтерскому отряду. Для пошива масок нужны марля, бинты и нитки. К нам обратились представители окружной больницы города Кудымкар, нашего Компирмятской больницы, о том, чтобы наши девочки-волонтеры сшили маски. Они нам предоставили материал, это одноразовые салфетки, пеленки, новые все, естественно, бинты, марля. По словам студентов, подошли серьезно и к производству. Все делают по технологии, соблюдают гигиенические нормы. Я шью в маске, в перчатках, беру материал из упаковок, кладу готовую маску обратно в упаковку, чтобы не занести инфекцию. И меньше чем за неделю работы уже есть хорошие результаты. По словам волонтеров, первую партию передали в больницу. По словам волонтеров, шито уже 350 масок. Их они оставили в приемном отделении Комипермятской больницы. И сейчас шили еще 300 штук, готовы их передать в медицинское учреждение в ближайшее время. В Кудымкарской администрации говорят о том, что любому, кому нужны средства защиты, могут обращаться к отрядам волонтеров. Их создано несколько групп. Для этого нужно позвонить по номеру, который сейчас на ваших экранах. Маски шьют для наших горожан, так как масок нету в аптечных пунктах. Любой желающий может, тот, кто хочет приобрести маску, мы выдаем их бесплатно, сразу оговорюсь, звонить на наш номер, номер ЕДДС города Кудымкара единый, и мы выезжаем и маски раздаем бесплатно. То есть, кроме студентов политехнического техникума, маски шьет у нас культурно-деловой центр и подключили еще школу искусств. По словам Кристины Васильевой, согласилась вступить в волонтерский отряд по нескольким причинам. Во-первых, это помощь всем окружающим, а во-вторых, это хороший опыт, который пригодится в будущей профессии. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь.